أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المال والبنون زينة من حياة الدنيا. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам определяет, что ваша жизнь с вашими богатствами, с вашими детьми, это как бы украшение этого мира. И Аллах Субхану ва Тааля дал нам как это украшение. Дети даны человеку Аллахом как подарок. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Юхабу лиман наша унасан ва юхабу лиман наша зукуран». То есть Аллах дарит, кому пожелает, девочку, и подарит тому, кому пожелает, мальчика. Мухаммад ﷺ говорит, что ваши дети, то есть наши дети всех, начиная от Адама, это как бы аманат от Аллаха. То есть данное на сохранение. То есть если что-то, какая-то вещь или что-то дается на некоторое время для того, чтобы человек его держал у себя и сохранил, он должен вернуть его целости и сохранности. То же самое мы должны вернуть этот подарок, который Аллах Субхану ва Тааля дал нам в виде мальчиков или девочек, вернуть Аллаху в том положении, в каком он требует. То есть Аллах Субхану ва Тааля, как говорит Мухаммад ﷺ, дает нам естественного ребенка. То есть «Куллю маулюдин юлиду аля фитра». То есть каждый ребенок рождается в фитрате, в своем естестве. «Валь-валидани» и его родители, «ау ювахидани» или делают из него иудея, «ау юнассирани», «ау юмаджусани» или делают из него христианина, или делают огнепоклонника. Пророк, алейхиссалату вассалям, нам вменил в обязанность то, что вы должны, получив этот аманат Аллаха, этих детей вы должны воспитывать так, как об этом нам повелевает Аллах. То есть право ребенка на родителях. У ребенка есть свое право перед родителями. Какие же это права? Первое, то, что родители после рождения ребенка должны дать ему хорошее, красивое имя. На сегодняшний день родители ищут разные имена, придумывают, находят вообще какие-то бессмысленные имена. Ну, мы это уже видели, то, что далекие от религии люди вообще называют еще и пронумеровывают своих детей, называя каким-то номерами, математическими числами, числительными или какими-то невообразимыми именами, невообразимыми для человеческого разума. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что ваших детей или все вы будете призваны к Аллаху по вашим прекрасным именам. Некоторые говорят, ну что, не могу найти имя, не могу, как назвать своего ребенка. Но ведь этому ребенку потом после этого придется всю жизнь жить. Если ты его назовешь каким-нибудь именем, а это будет имя какого-то животного, и он будет, упаси Аллах, Аллах сакласын, он будет как животное. Второе, то, что мы должны кормить своих детей халяльным ризком. То есть мы знаем, что ризк, пища, формирует человеческое тело. И если это халяльная пища, дозволенная пища, если это чистая пища, он вырастет здоровым, его тело будет здоровым, и будет перед Аллахом, он будет здоровым и чистым. И тело формирует и разум человека. Потому что у человека есть мозг, и человеческий мозг тоже формируется как бы материально. И в этом мозгу происходят какие-то
действие, изменение. И если человек воспитан, он как бы воспитан на том достатке, на халяльном, который ему кормили родители, то его мысли и его помыслы будут халяльными. То есть большая вероятность того, что он воспримет все те приказы и повеления Аллаха и пойдет прямым путем. Мы же молим каждый день Аллаха: «Ихдина ссират аль-мустаким», поведи нас праведным путем, «Сират алладина ан'амта алейхим», путем пророков, путем посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, путем авлия, то есть друзей, приближенных Аллаха, праведников, святых, те, которые действительно были на прямом пути, те, которые действительно прожили все повеления и приказы Аллаха. Самое немаловажное – это назвать хорошим именем и кормить ребенка халяльной пищей. Третье, самое важное, и это право ребенка перед родителями. Ребенок имеет право на это. Мы должны обучить его Корану, обучить шариату. Если мы не исполним, это наша обязанность как родители. Если мы не исполним этого, то он в судный день может взять нас за воротник и сказать: родители мои, что же вы наделали? Вы сами-то стремились к раю, по пути рая шли, пошли, а меня оттолкнули и повели по пути ада. Мы должны заботиться о своих детях. Если ребенку исполняется 7 лет, мы должны его ставить рядом с собой, когда читаем намаз, чтобы он начал привыкать. И когда, как пророк Мухаммад саллаллаху говорит, что когда уже исполняется ему 10 лет, то если он самостоятельно не читает намаз, то есть если он самостоятельно уже не приучен, то можно его и поругать. Хотя силой невозможно привести человека к религии, но здесь в данном случае мы обращаемся к тому аяту, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ку анфусакум ва ахликумун нара». То есть воспитывайте, заботьтесь о себе и спасайте свою семью от зла огня гиены. То есть мы должны воспитывать своих детей уже с малолетства. Возвращаясь к тому хадису. «Аль-валидани ау ювахидани ау юнассирани ау юмаджусани». То есть родители того ребенка, который родился в естестве, то есть родился в таком естестве, который он должен прожить, они его делают или иудеем, или христианином, или огнепоклонником. Зависит от родителей, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И когда ребенку исполняется, то есть определенное время, когда доходит до определенного возраста, то есть он становится совершеннолетним, и наступает время, чтобы он женился или вышла замуж, то обязанность родителей выдать ее, если это девочка, замуж за хорошего человека, за того человека, который действительно признает Аллаха и следует повелениям Аллаха, или женить на такой, который исполняет приказы и повеления Аллаха. «Валя танкихуль мушрикин». Ни в коем случае не выдавайте, или не женитесь, или не выходите замуж за язычников, которые не признают Всевышнего, которые не признают ничего божественного, человеческого. То есть даже если он такой богатый, красивый или что-то, или у него такой родственники такие, или он занимает какое-то положение, раб-мусульманин лучше будет многократно. И ни в коем случае не женитесь на таких, которые не признают Аллаха, не признают божественного, не признают ничего человеческого, нет у них ценностей. Мушрикат, язычниц. Даже даже если они так понравились вам, даже если они такие красивые, ни в коем случае не выдавайте, не жените своих детей, и ни в коем случае не выходите замуж и не женитесь и сами. Потому что Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит.
Вот эти вещи, 4 вещи, что мы должны, когда рождается ребенок, мы должны назвать его красивым именем, тем именем, который не будет стыдно, когда его позовут в судный день, когда Аллах вас зовет по вашим прекрасным именам. И нужно кормить его халяльным, дозволенным достатком, ризком, пищей. И в то же время обучить его шариату, и в то же время обучить его Корану, обучить его намазу, обучить этике и нравственности ислама. После этого мы должны создать условия для создания семьи и должны дать совет, и должны постараться, чтобы семьи наших детей были здоровыми и чтобы они продолжали здоровое потомство. Ни в коем случае не дозволяйте детям харамных вещей, вторит сахабы и ученые Мухаммаду ﷺ. Ни в коем случае не дозволяйте, если ребенок, а ребенок он сам еще ничего не знает, он следует только по тому пути, по которому его направляют его близкие. Из-за этого мы же видим родителей, из-за этого мы видим школы, детские сады, те, которые направляют на правильный путь. Там тоже должен быть выбор. Если в этом садике, в этой школе, если ребенка направляют на нехороший путь, как было несколько десятилетий тому назад, где детей начали, или сегодня это уже продолжается в западноевропейских странах, где детей учат каким-то нехорошим, нечеловеческим действием и нечеловеческим каким пониманием жизни, вроде того, что можно создать семью, будучи мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, или учат нехорошим вещам, то нужно предостерегаться от таких вещей, от таких направлений. Нужно уберечь своих детей. И нужно быть родителем самим, нужно быть примером для своих детей. Только в семье можно обучить и направить детей по прямому пути, чтобы ребенок мог вырасти, зная божественные и человеческие ценности. И мы должны направить своих детей, ведь из-за этого мы видим, что дома направляет его, дома обучает его божественным и человеческим ценностям. То же самое и садики, школы, по дальнейшем университеты. И здесь мы должны наблюдать за своим ребенком, чтобы эти заведения не давали негативные качества. Какой-то человек или какое-то общество не повело его по пути негатива или каких-то нехороших грешных поступков. Мы должны стараться уберечь своих детей. Мы должны быть примером для своих детей. И только будучи примером, мы сможем сохранить чистую нравственность, чистые человеческие качества в своих детях. Дети, как говорит Аллах Субхану ва Тааля, это украшение. Но в то же время дети в каком-то случае могут быть вашими врагами. То есть, если вы действительно идете на поводу их прихотей, они станут вашими врагами. Если вы будете учить своих детей каким-то негативным действиям, каким-то нехорошим поступкам, то они, став взрослыми, просто будут плохо относиться к нам, как к родителям. Из-за этого мы, родители, должны оберегать «Ку анфусакум», как говорит Аллах Субхану ва Тааля, себя, и быть примером для своих детей, «Ва ахликумун нар», для своих детей, для своей семьи, быть примером. И, как говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Зинат», будете украшением, и ваши дети будут украшением для вас, и вы будете украшением для семьи. Да не спошлет Аллах Субхану ва Тааля для нас всю свою милость и поведет нас
прямым путем сират аль-мустаким. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.